Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я хочу вам показать книгу Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». На обложке фотография генерала Анатолия Пепеляева, который в годы гражданской войны воевал на стороне белых и хотел захватить Якутск. Но у него ничего не получилось, потому что Россия тогда была полностью советской, даже Владивосток пал, там была Дальневосточная республика. И вот самое интересное то, что вот генерал с немногочисленным отрядом ради идеи создания там на территории Якутии, а потом на территории всей Сибири власти народной, которую он хотел передать после свержения власти большевиков, так как его в Харбине уговорили прийти на помощь местному населению, народу Саха, которых притесняли последователи военного коммунизма. Книга очень интересная, читается очень легко. Когда вы купите эту книгу, рекомендую вам смаковать, читать понемножку, потому что когда читаешь эту книгу, в голове идет полномасштабная картина тех драматических лет гражданской междоусобицы 20-х годов в Якутии. Также здесь представлена судьба легендарного красного командира Ивана Яковлевича Строда, который известен нам по героической ледяной осаде Власии Сосол-Сысы. Это территория нынешнего Амгинского улуса. Там он оборонялся против превосходящих сил генерала Пепеляева и таким образом задержал наступление генерала Пепеляева на Якутск. Если бы генерал добрался до Якутска, оставив этот отряд Строда, то он, может быть, до Якутска бы добрался, может быть, это мое предположение, и крови пролилось бы, конечно, намного больше. В конце моего небольшого рассказа в этой книге я хочу прочитать, цитировать автора этой книги, почему он написал именно эту тему. Да? Он просто сказал, что потратил 20 лет своей жизни на создание этой книги, и вот его главная мысль. Мы знаем, что во Вселенной плавают миры, ограниченные временем и пространством. Они распадаются и умирают, но в этих равнодушных мирах, не имеющих цели ни в своем существовании, ни в гибели, некоторые их части одержимы такой страстностью, что, кажется, своим движением и смертью преследуют какую-то цель. Это цитата из Метерлинка, которую человек Пепеляева написал на борту парохода «Защитник» в сентябре 1922 года. Автор цитировал из дневника этого человека в этой книге в конце. Рекомендую вам эту книгу купить, приобрести, так как это очень ценная информация здесь. Так что любителям книг рекомендую, приходите, покупайте эту книгу, пока не разобрали, в магазине исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история».